Бзирафима, здравствуйте, уважаемые зрители. Апснахабар продолжает работу. И прежде чем мы перейдем к нашей беседе, прошу вас подписаться на нас во всех социальных медиа. Инстаграм, Фейсбук, Телеграм, ТикТок. Подписывайтесь на Апснахабар. Сегодня у нас в гостях Ливан Мика, постоянный эксперт. И снова тема у нас будет Грузия. Мы, Ливан, с тобой недавно обсуждали Южный Кавказ, геополитические реалии и изменившаяся роль Абхазии. И, вернее, роль, которую Абхазия может на себя взять. Но события в Грузии очень активно развиваются. Есть такая очень серьезная тенденция к расколу, да, к противостоянию в грузинском обществе. Есть разные идеи, да, и в абхазском обществе тоже обсуждаются эти идеи. Например, что выгоднее для Абхазии, прозападная Грузия или пророссийская Грузия. И вообще, из чего исходить, из каких данных исходить, возможно, как бы не опираться ни на одну, ни на другую, да, идею, а выстраивать собственную линию. И вот в этом смысле интересно, какие есть у тебя мысли. И ситуация, напомню, усложняется на Южном Кавказе. Сегодня я читал информацию по выступлению евродепутатов, и некоторые депутаты выступили с призывом прекратить кандидатство Грузии, да, приостановить кандидатство Грузии. Так что вот в таком формате происходит событие. Вот, Ливан, хотелось бы еще с тобой это обсудить. Абзерфимас. В продолжение нашего разговора я бы так начал свою аналитику, что моя аналитика основывается на открытых источниках. В прошлый раз мы пунктиром прошлись по роли Грузии, ее значимости на Южном Кавказе, ее значимости в геополитическом сегодняшнем раскладе. И поэтому более подробно, наверное, сегодня остановимся на этом. С началом, значит, специальной военной операции и когда ситуация сложилась таким образом, что многие страны участвовали в эмбарго против России, Грузия, ее роль в плане, значит, хаба, такого поставщика через Турцию, значит, параллельного импорта и так далее, очень сильно возросла. И, соответственно, руководство Грузии, они воспользовались этим. И очень большой экономический рост и ВВП за эти годы, такой, так скажем, небывалый рост ВВП экономики Грузии за счет параллельного импорта, за счет того, что многие российские компании переехали в Грузию, там основали свои, там особенно IT-компании. Грузия стала и финансовым, как неким хабом для России. И поэтому значимость экономического фактора для России выросла. И, соответственно, если можно так сказать, что и Грузия воспользовалась этой ситуацией. И благо в этот период неформальный, так сказать, лидер Грузии, неформальный правитель, потому что он формально не занимает какую-то должность, Иванишвили, он сам из бизнеса, из среды, из олигархической, то есть он знает, как правильно воспользоваться вот такой ситуацией. И, естественно, это вот такая экономическая подоплека, да, вот этой сегодняшней ситуации.
Сейчас вот, то есть все было, так скажем, планомерно и хорошо для Грузии, но сейчас в Грузии предстоят новые выборы. Грузия парламентская республика, и кто там осенью победит на парламентских выборах, тот в ближайшее время, значит, будет определять внешнюю политику, внутреннюю политику Грузии. Обострение в связи с принятием закона о, так скажем, иноагентах, ну, в Грузии он называется, по-моему, об иностранном влиянии, значит, об иностранном влиянии, он обострил ситуацию, значит, и здесь надо сказать о том, что в противодействии этого закона очень большое количество людей вышли на митинги. И что интересно, что здесь, так скажем, что, как отмечают обозреватели, в Грузии это две таких силы, да, участвуют в этом процессе. Это молодежь, которая организована через социальные сети, не имеет такую формальную организацию, да, и оппозиция, которая в меньшей степени влияет на весь протест. И поэтому, хотя там, как мы знаем, был там избит лидер оппозиции, но это как бы сильно не повлияло на весь расклад сил. И на самом деле вот те вопросы, которые сегодня ставит протест, это о том, что они считают, что этот закон – это российский закон, и, значит, они организовали таким образом протест, чтобы позвать на протест сторонников евроинтеграции, вступления в Евросоюз, союзнические отношения с Америкой и так далее, и так далее. То есть они поставили вопрос намного шире, чем сам закон, и поэтому такое ожесточенное столкновение. Здесь я прошу прощения. На самом деле, да, вроде бы все начиналось с обсуждения закона, да, и с противодействия его принятию. Но теперь это уже такой смысл, что пророссийский будет режим в Грузии или прозападный. Вот как бы так резко они, как вот в общественном, да, дискурсе, вот такое. Если, да, если я вот закон, как раз хотел если это закон рассмотреть. принимается, Да, это так то, что лежит на поверхности, а что касается сути этой проблемы, да. Вот, и, ну, и если теперь рассмотреть оппозицию, да, что ждет, например, Абхазию, да, мы со своей точки зрения, так скажем, со своей колокольни рассматриваем эту ситуацию, потому что нас больше всего волнует то, что произойдет в Грузии, может произойти, и что нам ждать от этого, да. Ну, если рассматривать нынешнюю оппозицию, это ядро этой оппозиции, это бывшие сторонники Саакашвили, и сам, наверное, Саакашвили, который сейчас сидит в тюрьме. Ну, мы знаем их позицию по отношению к Абхазии, к Южной Осетии. Это милитаристская такая позиция. Они начали войну против, значит, Южной Осетии. И затем должна была быть Абхазия, естественно. Это и принятие закона о оккупированных территориях. И поэтому я не думаю, что вот это вот, так скажем, прозападная оппозиция, которая
хочет вернуться во власть, что она каким-то образом пересмотрит свои позиции по отношению к Абхазии. Да? Мне все-таки кажется, что это те силы, которые дальше будут, значит, эту же риторику продолжать, возможно, даже значит, милитаризировать Грузию для того, чтобы с позиции силы разговаривать. Да? Но мы знаем, что тогда еще при их власти была создана такая программа, как вовлечение Абхазии без признания. Что она тогда, какую смысловую нагрузку она несла? Это, то есть, вот, чтобы Абхазия через Грузию была вовлечена в Европу, значит, в европейские структуры, то есть чтобы экономически, первым долгом здесь речь была об экономике, да, экономические структуры, вероятнее всего кредиты, там различные формы взаимодействия экономические, культурные, образовательные, социальные. И тогда, значит, я думаю, что это был такой, так скажем, пряник, да, значит, для абхазцев, для абхазского народа, но я должен сказать, что эта программа провалилась, потому что она и не могла сработать, потому что ценности независимости и свободы намного выше в абхазском обществе, чем вот это вот, так скажем, экономические блага. Тем более, что у нас мир открыт через Россию, и такой вот жесткой необходимости вообще выходить через Грузию там, в мир у нас нету, и ни идеологически, ни экономически мы не заинтересованы были в этом проекте, и он фактически был провален. Ну, попытка такая была, да, через экономические вот рычаги воздействовать на нас. То есть, вот так скажем, да, то направление, о котором мы сегодня говорим, то есть это фактически, и этим, кстати, пользуется, да, нынешняя власть иванишвилевская в Грузии. Они говорят о том, что если вернуться саакашвилевская власть. То будет война, второй фронт и все будет остальное. Война, второй фронт, что это люди уже себя проявили этим самым. И это такая, так скажем, базовая такая основа их идеологии. Базовая фобия, страх, как бы, который на общество вот таким образом так возрождается. Если вот. Поэтому они, наверное, в том числе и не популярны, недостаточно популярны, чтобы такой протест возглавить или организовать. То есть оппозиция в Грузии считается тоже очень слабой, ну, очень слабой в сравнении с властью. Да, вот эта вещь, втягивание, да, там, как Иванишвили сказал, там глобальная партия войны там, и так далее. Естественно, воевать никто не хочет, и поэтому эта базовая вещь, да, безопасность, она как бы под угрозой. Тем более, что союзник Абхазии Россия, и, естественно, они не столько войны с абхазами боятся, сколько войны с Россией. И поэтому вот эта вот сегодняшняя повестка, она фактически делает так, что силы на стороне сегодняшней власти. Да? Но теперь я хотел бы перейти к характеристике самой нынешней власти. И, ну, честно говоря, я не считаю ее прозападной, то есть пророссийской, потому что, ну, сегодня ни дипломатических отношений с Россией у сегодняшней Грузии нету, ни
так скажем, идеологии такой, которая была бы прозападная, пророссийская, да, идеология Иванишвили и его, значит, сторонников, она остается все равно прозападной. И основа взаимоотношений с Россией – это экономика, да, то есть и выгоды экономические. И, соответственно, это мое мнение, что эти экономические взаимоотношения, они ровно будут до того времени, пока это Грузии выгодно. То есть, когда Иванишвили говорит о том, что мы там в 30-м году вступим в европейские структуры, в Евросоюз, он как раз дает себе вот этот вот, так сказать, люфт, да, который говорит о том, что до 30-го года, вероятнее всего, события на Украине закончатся, и тогда, значит, Грузия опять может поменять свой вектор в сторону и Европы. А для чего все-таки, так скажем, нужно было сейчас обострять Иванишвили ситуацию, когда на самом деле все социологические опросы в Грузии показывают, что это население, грузинское население, оно проевропейское, да, они столько лет идеологически убеждали грузин в том, что они часть Европы, они являются сами европейцами, что сегодня подавляющее большинство в Грузии видят себя в Европе, в Евросоюзе. Тем более, что не так давно получен и статус кандидата. Поэтому для чего проводить вот такое испытание, да? Для чего так будоражить общество, которое не поменяет свой вектор, да? Для чего это делать? Вероятно, для того, чтобы поднять, это уже моя версия, поднять ставки еще выше. Мы говорили о том, что Грузия зарабатывает на транзите российском, и показать, что вот в каких условиях, значит, Грузия все-таки продавливает вот эти экономические интересы. И здесь появляется еще и второй вопрос. Второй вопрос появляется, это мы уже в прошлый раз говорили о том, что меняется вектор Армении, да, которая, значит, ищет через Евросоюз, через, значит, натовские структуры, да, ищет помощи в своем, значит, конфликте с Азербайджаном. И здесь, естественно, если взять окружение Армении, это, значит, страны, которые это Иран, это Азербайджан, это Турция и Грузия. Значит, поставки и вооружения, и поставки необходимых грузов в Армению возможны только через Грузию. Значит, получается, что Грузия зарабатывает на антизападном курсе России, да, и на конфликте России и Запада. Теперь Грузия будет зарабатывать на прозападном курсе Армении. Почему будет зарабатывать? А потому что это единственный путь снабжения Армении. Я вас уверяю, они договорятся, и все грузы в Армению будут поступать через Грузию, и Грузия опять же на этом будет хорошо зарабатывать. То есть вот с одной стороны и с другой стороны у нее получается, значит, экономические факторы,
они определяют... То есть ты говоришь о том, что Грузия будет играть с Европой ту же игру, что и с Россией, только уже здесь выгоды Армении, а там были выгоды России. Да, то есть чисто экономический подтекст, да. И но геополитически все-таки очень большой резонанс и в Европе, и в США, и политики выступают против этого закона. Наверное, все же, как бы, начиная эту игру, Иванишвили не до конца понимал, какой резонанс это будет. Здесь есть, я думаю, что, может быть, по поводу резонанса он и понимал, но мне кажется, он чуть-чуть недооценил вот эти протесты, что именно такой будет. Он внутри Грузии. Внутри Грузии, да. А теперь что, если он должен отыграть назад, получается? Если он отыгрывает назад, то он теряет какую-то политический вес внутри себя, потому что там общество уже на протяжении почти 3 недель, да, если я не ошибаюсь, будоражит само себя в том числе. Мы можем об этом только предполагать. В октябре посмотрим. Да, посмотрим, какой будет расклад. Но там есть и какие-то способы сделать и ничью, да, через Зурабишвили, да, то есть она вето наложит. Вето наложит. Может еще какие-то способы применить. И, как говорят аналитики, что вероятнее всего вот эта молодежь, которая так массово сейчас принимает участие, что она теперь примет участие в выборах. То есть если она так, если не этот закон, не эти события, не собиралась участвовать в выборах, теперь примет. Но опять же вопрос в доверии, а кому они доверят. Вот вопрос в том, что кто будет формировать другую, то есть если сегодняшняя оппозиция, она не пользуется доверием у молодежи, это видно, да, иначе они возглавили бы протест, то будет собираться некая, условно скажем, третья сила, да. Эта третья сила, которая будет кем формирована? А может, эта третья сила будет так сформирована, что она войдет в коалицию с самим Иванишвили? То есть здесь по раскладу, то есть коалиционная власть, там на первом месте будет там Иванишвили, на втором новая какая-то, значит, сила, на третьем прозападная оппозиция. Здесь хочу еще один вопрос поднять. Известный наш журналист, редактор «Чегемской правды» говорил о том, что есть сближение России и Грузии, и этот закон, который сейчас обсуждается в грузинском парламенте, что он инициирован для того, чтобы показать, что Грузия меняет вектор в сторону России. Это такой первый шаг к тому, чтобы Россия и Грузия договорились, и на кону в том числе Абхазия и Южная Осетия, которая, значит, Россия так в блюдечке с голубой каемочкой принесет. Там о конфедерации, о том и так далее. Фактически упразднение статуса Абхазии до Да, я, опять же, исходя из открытых источников и анализа того, что происходит, да, аналитического, я считаю, что такие политические переговоры Россия с Грузией не ведет. Я считаю, что я здесь полностью доверяю политическому руководству России. Считаю, что Владимир Владимирович Путин, который, значит, с участием которого произошло, значит, признание Абхазии, а затем и
союзный договор с Абхазией и так далее, никогда не отступит от тех решений, которые были приняты им и политическим руководством России. Поэтому в этом плане он сам сказал о том, что какие-то между абхазами и грузинами возможны варианты, если они сами между собой договорятся. То есть он определил, что с политической стороны, со стороны России никаких таких переговоров вестись не будет. Да? Но теперь я хотел о чем вообще идет речь, как мне кажется, да? Как вы обратили внимание, эта информация пошла с некого бизнесмена российского происхождения, который на правительственном уровне в Грузии вел переговоры, где с вице-премьер, с вице-спикером, да, парламента, Хидашели, некий бизнесмен и так далее. И вероятнее всего, вот это прикрытие политических обсуждений были все-таки экономические обсуждения. Так как я уже и в первом, и во втором случае, когда мы обсуждали, какую Грузия и непосредственно Иванишвили ведет политику в отношении создания хаба экономического в Грузии, где они будут пользоваться политикой для того, чтобы Грузия зарабатывала, то и в этом случае, мне кажется, это подход экономический. С одной стороны, это эта информация, с другой стороны, информация, которую озвучил Иванишвили, который сказал, что он готов $1 миллиард вложить в Абхазию. Но он же собирается собирается не абхазцам же подарить $1 миллиард. Фонд помощи Абхазии. Фонд помощи поднятия экономики Абхазии. Вероятнее всего, речь идет о скупке ресурсов, экономических ресурсов Абхазии, земли, отелей, апартаментов и так далее, для того, чтобы создать эту экономическую базу здесь для себя. Да? И инструментом понятно кто, это российские бизнесмены грузинского происхождения. Один из инструментов, да, или лояльные к Грузии бизнесмены, олигархи, которые имеют там общие с Иванишвили какие-то интересы и так далее. То есть, мне кажется, здесь никаких политических переговоров нет. А есть экономические интересы грузин. Они понимают, что напрямую это сделать невозможно. А через, аффилированные компании зайти в Абхазию и обеспечить себе экономику. Сейчас ты сказал, и у меня одна мысль такая проскользнула, я хочу ей поделиться. Фактически Иванишвили, будучи бизнесменом, можно сказать, что купил Грузию. Да? Он ее купил. И почему бы такой же схемой не воспользоваться для того, чтобы купить Абхазию, но не напрямую, как ты сказал, а через определенные круги. И в этом смысле это будет не прямая продажа, купля-продажа Абхазии, но реально купить активы, купить земли, использовать тот же закон об апартаментах, который наша власть пытается протолкнуть, как потом отыграть назад, когда огромные активы
будут в руках каких-то бизнес-кругов, и уже с этими активами изменение демографической ситуации, значит, ослабление роли абхазского народа здесь, да. То есть, если смотреть на перспективу, то довольно логично, тем более, что это как бы роль не новая будет для Иванишвили. Да, я почему здесь все-таки экономический фактор и вот методы бизнесмена. Все-таки Иванишвили бизнесмен, и он как бы все свои проекты он рассматривает через призму экономической базы, да, экономики. И в основе его сегодня лояльности к России это экономический интерес, сугубо экономический интерес. И вот этим экономическим интересом он сегодня пользуется. Да? Но перспектива, я все-таки уверен, что это временное, что с потерей этого экономического интереса он повернет в сторону Европы свои интересы. Сейчас, если есть такая возможность, окно интересов, да, его в Абхазии открывается, то есть его лояльность в отношении России позволит через грузинский бизнес, то есть его деньги могут начать через российский бизнес заходить в Абхазию. И вот в этом самая большая опасность для Абхазии. Я говорил, что проевропейские оппозиционные силы представляют большую опасность для Абхазии, потому что они, их риторика, это все-таки конфронтация с Абхазией, разговор с позиции силы, но это саакашвилевское, так скажем, направление, а иванишвилевское это вот экономическое, да, экономическое, так сказать, порабощение, условно говоря, экономически взять под контроль ресурсы Абхазии, которые также являются, также представляют опасность для нас. Поэтому я считаю, что сегодня те протесты, которые, значит, в Грузии происходят, те события, для нас, в принципе, да, так скажем, меньшее или большее зло, но все это для нас представляет интерес только в том случае, какую тактику противодействия нам избрать, да? Что в ближайшие годы грузинская и политическая элита, и значит, их экономическая элита не оставляет, так скажем, идею возвращения Абхазии в той или иной форме, что они от этой идеи не отказались, мы не видим, да, то есть нету никаких сигналов о том, что вот Грузия отказалась от этой идеи и хочет, так сказать, наладить добрососедские равноправные отношения с Абхазией, заключив с ней договор о добрососедстве, там, условно говоря, признав Абхазию как, значит, субъекта международного права. Поэтому в той или иной форме, мне кажется, нам нужно быть готовым к тем вызовам, которые ждут нас впереди. Спасибо за интересный анализ. Напомню, мы сегодня обсуждали ситуацию в Грузии и возможное изменение вектора грузинской внешней политики от проевропейской на пророссийский, что нас ждет и в одном, и в другом случае. И
Но мы всегда приходим к одному, что надо самим строить свое государство, сделать его сильным и крепким и с экономической, и с демографической, и с военной, с дипломатической точки зрения. Поэтому здесь наша задача никак не менялась, это построение сильного абхазского государства, и тогда нам будет проще отвечать на любые вызовы, которые будут ставить грузины, грузинское общество нашей стране. Поэтому спасибо, что вы смотрите Апснахабар, комментируйте, делитесь нашими видео. Спасибо еще раз за сегодняшнюю беседу. Абзирас.